беременна, папа, я беременна, папа, я беременна, папа, я беременна, папа. В конечном итоге. Веня! Веня! Зайди домой! Маленький мальчик лет 9, Веня, в синей курточке отвечает ей с улицы. Я не хочу домой, мама. Еще солнце не садится даже. Веня, зайди! Зайди, милый, мне нужно с тобой поговорить. Чуть-чуть. Милый, почему ты меня не слушаешь? Нам нужно поговорить. А уроки готовить? Я готовил. Я не видела. В соседней комнате старик сидит на своей кровати, закутавшись в одеяло без пододеяльника. Он смотрит выцветшими глазами на противоположную стену. Раньше на этом месте стоял шкаф, теперь шкаф выбросили. Чтобы знала, тля интеллигентская, еще всякая погонь вякать мне будет. Галя останавливается, смотрит на Веню, затем бежит в кухню, через кухню забегает в маленькую комнату, где раньше, в дореволюционные времена, жила прислуга. Катя к себе в деревню уехала. Она же вернется скоро. Хочешь еще конфету? Я хочу. Вот, ешьте. Катя к нам больше не вернется. Папа не вой, ну хватит реветь, ты белуга что ли реветь? Дима, не обращайте внимания, он сумасшедший. Мне про вас в агентстве сказали такой молодой, а уже успешный. Говорят, вы покупатели находите за день, умеете убедить. А на папу внимания не обращайте, заходите в ту комнату смело. Если что надо посмотреть, я все покажу. Он сумасшедший у нас. Мы ему 100 вариантов переселения предлагали. И в таком районе, санатория не район. А теперь вы не обращайте внимания на него. Вот как я не обращаю. Папа, заткнись ты там уже, а? Милость, слышишь? Это жизнь. Вот такая вот странная жизнь. И ты должен прожить ее. Как-то. Какую-то огромную красивую жизнь.